Салам алейкум, прежде всего, кто смотрит канал Хуан ТВ. Напоминаю, что у нас прямой эфир. Вы можете писать свои сообщения, свои вопросы. И напомню, если вы не успели на прямой эфир, то после эфира обязательно это видео сохранится в рубрике «Прямой эфир». Ну, еще раз напомню, что вы смотрите канал Хуан ТВ, с вами я, Хуан, и, конечно же, у нас сегодня гость. Тема у нас немного трагическая, но прежде чем мы начнем, давайте познакомимся с нашим гостем. Итак, наш гость Мурат. Добрый вечер, ассаламу алейкум, Мурат. Ассаламу алейкум всем телезрителям Хуан ТВ и другим телезрителям. Спасибо, что пригласили меня на эту площадку. Я с удовольствием нахожусь здесь. Еще раз напомню, что Мурат действующий спортсмен, занимается спортом, а также он является бизнесменом. Прежде чем мы начнем наше интервью, дорогой Мурат, можете рассказать немного о себе? Мне 55 лет, я являюсь один из технических специалистов Евразия Айкидо, который пропагандирует айкидо в Европе, по всему миру. Являюсь членом бюро русской айкидо, имею свой 6-й дан, даю стажи в разных странах: Марокко, Венгрия, европейские страны, на Украине, в Турции, езжу с сенсеем. Ну, в общем, занимаюсь спортом с детства. Где-то с 1 класса я занимался настольным теннисом, добился очень хороших результатов, потом кикбоксинг, ну вот сейчас айкидо. Отлично. Ну а теперь, дорогие зрители, я хотел бы сказать, что сегодняшняя тема немного трагичная. Это смерть молодого спортсмена из Туркменистана Сулеймана. Если вы не знали, если вы не читали и вы не в курсе, то давайте познакомимся с этой историей. Мурат, пожалуйста, расскажите нам немного о Сулеймане. Кем он был, каким он был? Ну, маленький мальчик Сулейман, 14-летний парень, он живет на севере Туркменистана, северо-востоке, с места Кёне-Ургенч, старый Ургенч. И там есть один маленький колхоз, красноармеец. Жители этого городка, у него, у папы, у мамы где-то 5 детей, по-моему, если не ошибаюсь. Вот. Он был представлен как талантливый спортсмен, который имеет хорошие спортивные результаты. Его, значит, устроили в спортивную школу Олимпийского резерва номер 33 Баварапа. Это где-то на северо-западе, на западе Туркменистана. 60 километров от Туркменистана. То есть от его дома до этого места где-то около 600-700 километров. Вот. Он там учился и там занимался дзюдо. Но так как вы знаете, в Туркменистане спортсменов немного, вот обычно классик, если он классикой занимается, он участвует и в вольных соревнованиях, и по самбо, иногда и по дзюдо. Вот он занимался дзюдо, как бы базовые его занятия, потом многоборье пошло, то есть самбо и другие виды. Он выступал в нескольких видах. Поэтому этот парень имел очень много наград, подавал очень хорошие надежды. Вот. И после последнего соревнования его попросили проиграть. То есть не попросили, а указали проиграть. Он отказался, он победил. Из-за этого избили тренера. Значит, ими оказались родственники президента. Избили тренера. Его посадили в машину, забрали. Через несколько часов его полуживого выкинули на улицу. Вот. Прохожие нашли его, отвезли в столицу, в больницу. В столице, в больнице его не приняли. Потому что если его приняли бы, то они должны были завести уголовное дело. Видать, позвонили там. Потому что было указание по уровню Министерства внутренних дел. Потому что там родственники министра внутренних дел участвовали в этом избиении. Но его завернули оттуда. И его отправили к себе в колхоз. То есть мамина сестра 600, где-то 700 километров на попутках добралась, привезла его домой. Его сразу госпитализировали. Там ему печень отбили полностью, с черепом проблемы. Вот он там пролежал где-то 5-6 дней и скончался тяжело от этих травм. Он ослеп последние сутки. Вот у нас есть много видео. Мы не можем все ставить, эти трагичные видео, смотреть очень тяжело.
Поэтому наш Сулейман, хоть он и узбекского происхождения изначально, да, то есть он является гражданином Туркменистана. Он наш братишка, он наш мальчик. Мы за каждого туркменистанца будем биться до конца. Тем более я спортсмен. Поэтому этот мальчик реально показал геройство. Он, несмотря на угрозы, мощные угрозы, победил, показал свой талант, потому что его мечта была выступить в Америке, выиграть чемпионат там и пожать руку президенту Туркменистана. Вот он сам говорил об этом. Мурат, вот такой вот вопрос. Он занимался, я слышал, что он занимался в специальном спортивном интернате и уже подавал хорошие надежды, да? Он был претендентом, будущий олимпиец, получается, да? Один из лучших. Да, один из лучших олимпийцев. Вы знаете, вот та школа, которую его взяли, всех не берут туда, потому что, тем более из района Ташауза, да? То есть там берут обычно вот этого вилаята, то есть этой области. Вот он прошел эти тесты и показывал очень талантливые, хорошие результаты, хорошие надежды подавал. И он рос хорошо, то есть спортивный рост был очень хороший, победный так. Он почти не проигрывал, и у него много медалей, много дипломов за это. Ну и, естественно, он победил, потому что он сильнее. Вот только за это и пострадал. Его попросили проиграть курсанту. Мы понимаем, что курсант в данном случае не виноват. Может быть, он слабее был и, может быть, не подготовлен был, но проблема была в его тренере, этого курсанта. Как отреагировало руководство МВД и накажут ли или наказаны ли тренеры этого курсанта, которые попросили проиграть Сулеймана? Вы знаете, вот есть много версий его смерти, да? Туркменистан закрытая страна, получить информацию очень трудно. Мы очень много разговаривали с его родителями. Они тоже получили информацию только из его уст. Вот. Была ли это бой против этого курсанта или другого, я не могу подтвердить. Но был бой. То результат боя привел к трагическим последствиям. Избили сначала его тренера, а потом избили его. Но условия, я точно знаю, поставили родственники президента. Вот. И на сегодняшний день я звонил следователю, недавно, буквально несколько дней назад, спрашивал у него, как идут дела. Во-первых, когда человек умер, по законодательству прокуратура должна была возбудить уголовное дело. Но ни в коем случае не полиция. Вот в этом случае полиция возбудила уголовное дело. Они еще, прошло где-то уже 25 дней, не допросили ни родителей, как пострадавших, потому что они имели беседу со своим сыном, который им рассказал, в чем причина. Они еще не допросили. Когда я позвонил этому следователю, он еле-еле вспомнил его имя и фамилию. И я его и так объяснял ему. Он еле вспомнил, сказал, да, мы проведем расследование, результаты мы доложим родственникам. На этом разговор закончился, потому что он еще не двинулся. Где-то 22 дня прошло, он еще даже не двинулся по этому делу. То есть он не пошел, не допросил в больнице, почему не приняли, да? Кто не принял, на каком основании. Он не нашел, не пошел в спортивную школу, не допросил, с кем был бой, участники, там, кто его, еще не было ничего. Более того, мы буквально сегодня получили информацию, родители вызывает специальная медицинская комиссия, и уже им поставили условия подписать бумагу о том, что у него был рак, и он от рака умер. То есть родители, конечно, отказались, потому что это уже совсем нагло. И самое страшное, что эта информация нигде не объявляется внутри Туркменистана, скрывают ее. Спасибо всем блогерам, узбекским и другим блогерам, которые поддержали эту информацию и начали распространять. И так вот это дело, внимание, когда будет общественное уделяться, да, даже мировое, тогда дело будет расследоваться. В противном случае оно, как обычно, просто пропадет. Понятно. Я хотел бы, меня интересует один вопрос. Когда его нашли прохожие в таком состоянии и привезли в больницу, вы сказали также, что больница отказала его принимать. Будут ли наказаны руководители этого района, где врачи отказали умирающему человеку? Вы знаете, его привезли в столичную больницу.
по-нормальному ему должны были оказать хотя бы первую медицинскую помощь. Его просто завернули, ну, потому что кто-то привел, и звонок был, не брать его. И полиция, вот, министр МВД, он дал команду, чтобы его не принимали, и нам с МВД это сообщили. Не возбуждали уголовное дело. Его на улице, он поспоткнулся, упал. То есть версия была указана вот такая. Если кто-то обратится, сказать, нет, он на улице подскользнулся, упал. Хотя перелом черепа, отбитые почки, все кости болят. Ну, в общем, там налицо, что его половые органы разбиты. То есть его, это не может сделать 14-летний парень. Ну, вот я был молодой, да, то есть мы ездили на соревнованиях. Мы приезжали по стране, по Средней Азии, в Москву на всесоюзные, да. Естественно, стычки были, но твоего уровня, ребята, ну, почечно, один удар, ну, ударит по животу, от этого у тебя почки, то есть печень с двух сторон, как бы, ничего не будет. Но у него отбито все. То есть там взрослые били, он сам говорит, взрослые, я не знаю. Вот. Поэтому все зависит от нас. Вот все зависит от тебя, Куан. Если эта информация пойдет дальше, да, то это расследуется. Не пойдет, в Туркменистане, к сожалению, все вот так вот, как бы, не закрывают информацию, да, потому что интернета нет. Запрещено. Поставили полицейских, чтобы никто не приходил, не спрашивал. Чтобы эта история просто исчезла. Поэтому, если вот общественность будет поднимать эту информацию, то они вынуждены ее рассмотреть и, как говорится, найти виновных. Но опять же, президент же не может наказать своих родственников. Это же нереально. Поэтому очень похоже на то, что все это закроется и скажут там, подскользнулся, упал, или у него был рак, он умер. Как сегодня комиссия пришла к заключению не сделать ни инсгумацию, не значит, запросить все документы этой больницы, где подтвердили, что его избили. Просто заключение такое делали, чтобы показать мировой общественности, что у нас есть заключение, у него был рак, вот родители подписали, что вы хотите. То есть это вообще история как бы неправда. Ну, как обычно делают. Мне вообще эту историю прислали мои Нохчо братья чеченцы, и поэтому я хотел это видео сделать с двумя причинами. Первая, чтобы люди побольше узнали об этой ситуации. И вторая причина, если есть желающие, которые помочь словами или материально, то чтобы могли это сделать. Я приношу соболезнования родителям Сулеймана и всему туркменскому народу. И такой вот вопрос, Мурат. Если есть желающие, которые хотят поддержать словами поддержки, теплыми словами, добрыми словами или материально, как они могут это сделать? Как связаться с родителями Сулеймана? Вы знаете, в Туркменистан закрытая страна. Туда деньги перевести невозможно. Валюта не имеет никакую цену. Она сейчас 35 рублей. Она была, то есть старыми манатами где-то 150 тысяч. Курс был 1 к 2. 1 доллар был 2 маната. Сейчас больше 150 тысяч. То есть кризис там мощный. Эта семья сейчас, вот это Министерство национальной безопасности, она закрыта. Туда никак не передашь, ничего не сделаешь. Вот 3 марта будет 40 дней этому парню. То есть по нашим мусульманским традициям, если он мальчик, где-то от 35 дней можно уже проводить 40 дней, до 40 дней, потому что ну, там условия другие. Да? Мы даже попросили наших, вот, кто живет там рядом, пойти выразить свое горе, там, поддержать эту семью. Вот сегодня мы имели случайно там звонок, что к ним не прорваться, Министерство национальной безопасности блокирует. Они очень сильно благодарят, что мы хоть где-то говорим это. Они очень сильно благодарят нас. И я думаю, единственное, можно помочь выступить в YouTube, да, как вот мирный человек, он не борется, чтобы быть жестокость и так далее. Это же специальные соревнования, чтобы поддержать мир на земле.
Нельзя убивать, тем более мальчиков, за то, что он победил. Тогда сущность спорта меняется полностью. Оно в коммерческий бизнес уходит и так далее. Поэтому, если есть такая возможность, независимо от какой национальности, мальчик 14 лет, мусульманин, узбекского происхождения, неважно, он туркменистанец. Весь Туркменистан в шоке. Все в шоке. Все пишут, спать не могут. Вот мне пишут, говорят, я заснуть не могу уже 7 дней. Как услышал это, вот. Тяжелая история, да. Мы могли бы подумать случайно. Нет, не случайно. Это происходит в Туркменистане. Поэтому, чтобы это остановилось, я бы попросил всех, у кого есть сердце, у кого есть спортсмен, не спортсмен, неважно, кого затронула эта история, просто выступить и поддержать семью Турсунбаевых, Сулеймана. Этот мальчик Сулейман, герой. Он не пошел на всякие уговоры и запугивания. Он победил достойно, честно, со своими способностями, своим талантом. Этот человек должен был вырасти и стать олимпийским чемпионом, прославлять Туркменистан. Но, к сожалению, его жизнь прервалась. Да, он должен был поднять флаг Туркменистана на мировой арене. К сожалению, его мечта не сбылась. Что прав Торха Волсон от имени казахского народа, от имени тюркского Спасибо большое. народа, от имени чеченцев и всех мусульман. Еще раз приношу соболезнования. Аллах джаннат насып етсин. Спасибо. А теперь, Мурат, такой вот вопрос. Конкретно у вас есть имена тех, кто подошел к тренеру, к Сулейману и сказал, или это только со слов самого Сулеймана? Это со слов родственников и со слов некоторых свидетелей этого. Я, к сожалению, не могу назвать имена, но я могу назвать имена тех людей, которые сегодня реально прессуют всех и прикрывают это дело. Это Сердар Бердумухамедов, вице-премьер и сын президента Туркменистана. Потому что его родственники, да, то есть Гаин тарапы говорят, да, вот со стороны жены, вот там они совершили преступление. Второй человек, это министр внутренних дел Чакыев. Вот его родственники тоже совершили это преступление. Они оба взаимородственники через жен. Поэтому вот такая история случилась. Если бы это не были бы родственники там какие-то президента, то, возможно, это дело было бы раскрыто. Но если это не были бы родственники президента, такого бы не случилось. Просто они беспределом занимаются. И, к сожалению, мальчик пострадал. Самое главное, самое страшное, этот мальчик подавал очень большие надежды. То есть он должен был достойно прославить Туркменистан, достойно показать всему миру, что спорт в Туркменистане тоже развивается очень хорошо. Но, к сожалению. Я бы хотел поблагодарить вот в этом выступлении узбекский народ, блогеров, которые включились сразу в это. И хотел бы выразить всем им свою признательность и сказать, что мы за каждого туркменистанца будем стоять до конца. Кто бы он ни был, узбекского происхождения, казахского происхождения, там, уйгурского происхождения, или булудж, или дагестанского, неважно кто. Он туркменистанец. Если мы его не защитим, никто не защитит. Поддержите нас. Расскажите эту историю всем, чтобы мир и мировое сообщество узнало об этом. Тогда будет общественное давление на властей Туркменистана, и они обязательно доведут это дело уголовное до конца. Еще пару вопросов у меня осталось. Курсант, с которым должен был он выйти, получается, этот курсант и есть родственник министра, да? Я не могу подтвердить эту информацию, но однозначно, с кем был бой, вот его кто поддерживал, да, то есть кто просил за него. Мурат? Это они не дети. Угу. Ну, я бы не сказал бы, что в данном случае виноват курсант. Возможно, это виноваты те, кто его выставил, кто болел за него. Может быть. Вы пропадаете, Мурат? Ну, а теперь такой вот вопрос. Возможно, он неправильный, но все-таки я вам его задам. Вы лучше знаете Туркменистан, чем я. И поэтому такой вот вопрос на будущее.
Чтобы вот такого не произошло, что вы советуете тренеру, который выставляет таких учеников? Что вы советуете таким ученикам, которые тоже хотят стать олимпийцем, делать в данном случае? Что нужно в первую очередь делать? Как избегать такой трагедии? Ну, в первую очередь, я предложил бы тренерам, да, то есть эта опасность постоянно является в Туркменистане. Я поинтересовался у своих друзей, которые проживают в Туркменистане. Они все говорят, нас заставляют. То есть это уже как порочная традиция в Туркменистане. Там много чего проходит беззаконно, да. Я бы хотел всем им напомнить, да, дух спортивный именно должен показываться так, что ты лично должен побеждать. Не за счет знакомства, не за счет давления на кого-то. В честном бою. Вот это и есть спортивный дух. То есть ты показываешь свои персональные результаты. То есть результат твоих тренировок, результат твоего таланта и так далее. Фальшивая медаль никому не нужна. Смысл ее носить? Поэтому я всех призываю к справедливому судейству, к справедливому спорту, к справедливому отношению к спорту. Потому что только в спорте мы можем показать реально наши таланты. Поэтому этим тренерам, когда вы проводите соревнования или участвуете, побольше огласности надо делать, чтобы вас не трогали. Если вы будете огласность не делать, то вас будут мучить, заставлять, избивать, значит, терроризировать и так далее, и так далее. Поэтому надо больше гласности. То есть приглашайте сразу средства массовой информации, хотя там одна средства информации, которая восхваляет только президента, да. То есть их приглашают, неважно, попросить, там есть спортивные корреспонденты, пригласить их, чтобы они участвовали. То есть гласность была. Приглашать обязательно полицию, Министерство национальной безопасности, чтобы они видели, слышали все, что происходит. То есть побольше вот таких организаций общественных, чтобы присутствовали на соревнованиях, чтобы за пределами соревнования уже не было смысла кого-то убивать, потому что все видели. Вот я им советую. На этом, Мурат, спасибо вам за ваше интервью, спасибо за то, что рассказали более подробно о данной ситуации. Надеюсь, что другие блогеры, другие журналисты, все, кто ведет канал, влог, тоже подключатся, будет побольше об этом рассказывать, чтобы больше людей об этом узнали. Еще раз, Мурат, спасибо вам, что вы выделили время, рассказали все. Огромное вам спасибо. Еще раз приносим соболезнования родителям Сулеймана, всему туркменскому народу, всем туркменцам. На этом все. Если у вас есть какие-то пожелания, вы можете их сказать. Да, я хочу поблагодарить еще раз телезрителей Куан ТВ, всех зрителей, всех, кто нас слушает. Огромное спасибо за то, что вы смотрите этот канал. Еще раз узбекским, казахским, чеченским корреспондентам, ребятам, кто поддержали нас, большое спасибо. Эта информация должна распространяться максимально, чтобы весь мир поддержал этого мальчишку Сулеймана. Хотя он мальчик, но сердце у него львиное. Поэтому к сожалению, он не